В Ухте обсудили проблемы семей с особенными детьми в рамках гражданского форума республики. Здесь на базе местного отделения организации родителей детей-инвалидов провели круглый стол «Меняем мир вместе». На их вопросы отвечали члены Общественной палаты Коми и уполномоченные по правам ребенка, а также некоммерческие организации Ухты, готовые оказывать помощь семьям с детьми-инвалидами. О том, как сделать жизнь особенных малышей и их родителей легче и комфортнее, узнала Алена Ладыгина. Сегодня особенные дети и их родители пробуют себя в роли поваров. Кулинарный мастер-класс в рамках программы «Круглого стола» приводит ребят в восторг. Впрочем, почти любой коллективный досуг для них – большая радость и поддержка. Зачастую таким детям больше всего не хватает именно общения, как и их родителям. Получить совет, помощь, пообщаться с мамами и папами малышей со схожими проблемами – эта возможность должна быть у каждой семьи с особенным ребенком, считает председатель регионального отделения ВОРДе Юлия Белоусова. В рамках площадки «Меняем мир вместе» обсуждают, как предоставить эту возможность наиболее полно. Мы вышли на площадку Общественной палаты Республики Коми, да, и с инициативой организовать, непосредственно согласовать данный форум, да, площадку «Меняем мир вместе», где мы обоюдно с некоммерческими организациями, межведомственным взаимодействием, да, могли определить, обновить, узнать, дополнительно проинформироваться о взаимодействии с особенными семьями, да, и тем более с людьми с ментальными и иными нарушениями развития. Любая семья, которая вот настолько жертвенно относится к своему ребенку, особенному ребенку, они заслуживают самого большого признания. Я очень рассчитываю на то, что сегодня на этой площадке с участием общественников, с участием органов исполнительной власти прозвучат хорошие предложения, которые позволят еще больше повернуться лицом к этим детям, к этим проблемам, и будут озвучены не только сами проблемы, а вот именно, что они предложат. Региональное отделение ВОРДе не первый год оказывает поддержку особенным семьям, а в Ухте с появлением нового просторного помещения начали работу и семейные приемные. Родители приходят сюда за помощью, консультациями и просто провести время со своими детьми, с которыми подчас очень нелегко. Для организации такого социального сопровождения региональное отделение ВОРДе регулярно привлекает некоммерческие организации. И сегодня это сотрудничество закрепили официальным соглашением. Так, автономная некоммерческая организация «Ухта-Спас» будет взаимодействовать с ВОРДе по вопросам профилактики детской безопасности. Теоретические и практические занятия с особенными детьми организация уже проводила. Сейчас такой опыт будут закреплять. В плане безопасности мы должны это прорабатывать, а также, как показывает практика, да, случается и у детей с ОВЗ самовольные уходы. Поэтому это и для нас опыт, для того, чтобы понимать, как действуют в природной или городской среде, да, дети с ограниченными возможностями. В рамках площадки все НКО, работающие с особенными детьми и их семьями, представили презентации и рассказали, какую поддержку могут оказывать. Сейчас донести эту информацию через ВОРДе до родителей – основная задача. Впрочем, за последнее время в этом направлении уже проделана большая работа. Во многом благодаря личному участию главы Коми. Со многими учреждениями государственными у нас заключено соглашение о сотрудничестве. Наши дети ходят в учреждения дополнительного образования. У нас даже на постоянной основе ходят дети на занятия. Это, во-первых. Во-вторых, дети получают реабилитацию в плане адаптивного спорта, ходят плавать. У нас очень много детей ходят на постоянные занятия в бассейн, в спортивную школу. Также центры психологической, педагогической помощи тоже работают с родителями. Достижений много, но есть над чем работать, подводят итоги форума организаторы. Но самое главное, получилось объединиться и привлечь не только общественников, но и региональные власти. Ведь только так, общими усилиями вместе можно менять мир. Алена Ладыгина, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.